сегодняшний день в России существует буквально огромное количество драматургических конкурсов, Любимовка, там, региональные еще, на которых генерятся, наверное, десятки тысяч новых ежегодно, и бесконечные шорт-листы, лонг-листы и так далее, и так далее. Вот. Но при этом сегодня становится очень востребованной профессия драматурга-инсценировщик. Почему так происходит? Качество современных драматургов недостаточно для описывания сегодняшней ситуации? Или что происходит? Почему неожиданно стали нужны востребованные инсценировщики? Ну, на самом деле, я сразу с вами не соглашусь по поводу 10 тысяч авторов, их меньше. А в среднем где-то от 300 до 700, в лучшем случае 700 авторов присылают на конкурсы. А так 300-400 – это вот потолок такой. И инсценировщики нужны были всегда, не только сейчас. Просто в связи с тем, что сейчас вот в последние годы как бы очень сложно описывать реальность, поскольку для того, чтобы она такова, что для того, чтобы ее описать, нужно, чтобы прошло какое-то время. Это, ну, лучше всего, чтобы объективность была как бы в этой ситуации, потому что когда ты пишешь о реальности сразу же, то ты очень эмоционален. То есть это получается некий эмоциональный крик твой, а задача все-таки драматурга, прежде всего, это как-то отражать реальность и не только свою, как бы не только свой мир. Просто действительно, в частности, сейчас театр обращается к классике, поскольку она вечна и она на все времена, и никто из нас не знает, какие сейчас как бы пьесы вообще, в принципе, как их писать. Нужно, чтобы прошло какое-то время для того, чтобы анализировать происходящие исторические моменты. Но не секрет, современная проза имеет, ну, скажем так, большой карт-бланш при постановках в современных театрах. Именно современная проза, которая написана года 2-3 назад. И которые попадают в шорт-листы и в победители литературных премий. Да, на них сразу обращают внимание. Но не каждый театр, например, готов взять современную прозу, потому что она очень злободневна, и там может быть масса каких-то тем, которые, ну, просто в силу разных причин театра не берут. И наоборот, как бы, когда я вижу постановку по современной прозе, у меня, как у автора, возникает большая радость. Ура! Ура, наконец-то! Я, честно вам скажу, я не замечаю большого количества. Чаще всего вот, в последнее время обращаются к старой доброй классике, к Чехову, там, к Островскому, Олеше тому же самому. Проверенным ребятам. Ну, это реже, но тем не менее классикам, которые как, ну, просто вот по традиции у нас всегда были, есть и будут. И для современных драматургов классики, конечно, это основная главная боль, потому что вот эта конкуренция, которая возникает, то есть мертвый автор, он всегда удобнее во всех случаях, во всех. И с точки зрения каких-то договорных финансовых отношений, с точки зрения ответственности, это проще. И многие театры как бы идут, в общем, по такому достаточно простому пути. Получается, что чтобы в этом мире не менялось, но профессия драматурга-инсценировщика, она имеет будущее. Она всегда останется. Причем я бы не выводила в отдельную категорию драматург-инсценировщик. Драматург, прежде всего, он как бы автор. В любом случае у него, по идее, ну, в таком идеальном мире должны быть свои произведения. Иначе, и мы сегодня об этом говорили в группе, иначе он просто не сможет почувствовать автора, которого он инсценирует, если он сам не автор. И чем драматург, скажем так, талантливее, тем талантливее, интереснее получается инсценировка. Но как автор, он, конечно, при написании сценировки не настолько свободен, как если бы это было сочинение на свободную тему, то есть его авторские пьесы. Тогда буквально вкратце, что такое инсценировка? Чтобы все люди, практически наши слушатели, могли понять, что это такое. Ну, это очень сложно сочиненное, чаще всего сложно сочиненное произведение на основе уже существующего классического или неклассического произведения. Причем, что здесь как бы важно понимать, вот если так разделять, то и заглядывать в школьные какие-то годы. То есть у нас были
я надеюсь, есть, да, сочинения на свободную тему, это одно, это авторская пьеса. У нас были сочинения на заданную тему, это проектные пьесы, когда нет готового материала классической книги или не классической, но книги, да, автора первого, но есть некая идея режиссера и театра. Это как бы на заданную тему сочинения, пьеса, да, такая, и изложение. Вот если просто объяснить, то мы имеем дело с изложением, конечно же, в котором, кроме тебя, как бы, как автора, который написал это изложение, есть еще первый автор, и он самый важный, самый главный, и есть еще один автор, который режиссер. Чаще всего происходит так. Ну, согласно закону, режиссер не является автором спектакля. По закону, да, а по факту это именно он на самом деле чаще всего главный человек. Вот. Есть ли разница между инсценировкой и адаптацией, и если она есть, то в чем именно? Ну, я сразу хочу сказать, что за все годы, пока как бы, я работаю в этой сфере, ни разу не возникало слова адаптация у меня в частности. То есть всегда говорилось про инсценировку. И адаптация — это скорее, как мне кажется, кинотермин. То есть адаптация материала под, да, как бы под сценарий. И такой какой-то большой разницы, может быть, если только заглянуть в словарь и посмотреть, да, мне всегда казалось, что адаптация немножко проще, чем инсценировка, потому что в инсценировке скорее, как бы по ощущению моему лично, больше арта, то есть больше какого-то творческого начала. Что касается адаптации, например, того же киносценария, то там есть очень жесткие как бы, законы, которые нарушаться не должны. Иначе, если мы говорим не про арт-кино, там, не про какое-то такое прям искусство, которое не продается в кинотеатрах, а приходит на фестивали, да, то это вот, наверное, вот речь идет об адаптации. В чем сложность и в чем интерес работы над инсценировкой, в отличие от написания своего собственного авторского текста? Ну, сложность в том, что ты не являешься автором номер один, хотя по факту, как мне кажется, автор номер один, он находится там в любом случае. И это сложно. Сложность в том, что когда авторов несколько, то есть включая режиссера и включая авторитет первого автора, то ты в любом случае немножко в западне находишься. То есть твоя роль вторична. Кайф в том, что если ты в этой инсценировке, в этом материале найдешь себя, то есть, например, есть там у меня, предположим, ряд произведений, которые мне бы очень хотелось инсценировать, потому что там писатель нашел какой-то, ну, то есть это мой мир. Но ты получаешь очень большое удовольствие, потому что у тебя нет такой огромной, скажем так, ответственности, когда речь идет о какой-то проектной пьесе, когда ты с нуля создаешь смыслы и сюжеты, а ты идешь просто вот за любимым автором. И очень важно, когда ты начинаешь инсценировку, понимать, это твой человек, твой автор или нет. Если он не твой, то что бы ты ни делал, ничего не сработает. То есть это будет просто механическая такая история. И это вот одна из сложностей, нужно понять, как бы, насколько ты внутренне подключен к этому первому автору. И в какой-то степени инсценировку писать проще, чем пьесу авторскую или проектную, то есть на заданную тему. В какой-то степени сложнее именно потому, что нет независимости. Хотя вот это зависит, опять же, от драматурга, там Сигарев Каренина написал, и это чисто авторская инсценировка. Когда пишешь авторский текст, есть тема, которая тебя волнует, с которой ты спишь, ешь, ходишь, что-то еще, и она тем или иным способом сама мотивирует на написание, то как происходит самомотивация при написании инсценировок? Есть какие-то такие уникальные творческие личные методы, как повысить свою продуктивность или мотивированность и увеличение заинтересованности в теме проекта? Просто главный рецепт — это взять тему, которая твоя, ну, то есть своего автора. Потому что в таком случае в инсценировку, даже с режиссерским замыслом, даже с измененным каким-то сюжетным материалом, вот просто режиссер решил как-то по-другому сделать, ты как автор все равно можешь что-то вставить свое незаметно. Если ты как бы не дурак, ты так и сделаешь. То
То есть где-то в репликах или где-то в какой-то сцене ты ставишь что-то, что тебя очень волнует. Если этого не будет, это механическая работа. Я с таким сталкиваюсь, и как бы результат — это выгорание. То есть ты теряешь на этом ресурс. Сложность в этой ситуации заключается в том, что автор с начала работы, особенно если он режиссера не знает, он не знает, что его ждет. То есть он должен быть готов к тому, что путь будет нелегким. Вот проводятся ли какие-нибудь предварительные встречи, составление технического задания, ну, общение с заказчиками, с тем же самым режиссером, о том, в каких параметрах произведение должно быть, проводятся ли какие-нибудь разгоны? Все очень по-разному. Бывает, что ты по телефону обсудил все с режиссером и с театром и пошел работать. Бывает, что театры могут, ну это очень редко, чтобы было ТЗ, вот именно как бы техническое задание, это опять же скорее киноиндустрия, но бывает, что для какой-то документации техническое задание обязательно. И ты как бы как автор не участвуешь чаще всего в этом, вот именно в создании его. Это дело заказчика, ну и ты, соответственно, подписываешь и стараешься вот идти. Но всегда в договорах конкретно на инсценировке все-таки есть пункты, в которых написано, что допускаются, то есть какие-то ответвления, если ТЗ есть, допускаются ответвления, потому что по творческому процессу, там, режиссеру там, через месяц может прийти другая идея в голову. И она будет выигрышнее, и весь театр за ним идет, и вся команда идет. И такие как бы договора ТЗ чаще всего составляются с некими такими пунктами. К примеру, бывает так, я просто сталкивался, мне говорят, смотрите, у нас есть 4 возрастные актрисы, которые по тем или иным причинам нигде не участвуют, и вот что-то надо сделать с ними. Бывает и так, бывает. То есть бывает, например, что режиссер говорит, мне нужно занять всю труппу. Там, придумай второстепенные роли так, чтобы они, ну не так, как лакей вышел, сказал, кушать подано, ушел, а что-то еще к ним, ну, такое обаятельное. Бывает так, что, например, какие-то музыкальные истории, ты пишешь, а тебе как бы говорят, ну, тут этот герой, ему бы меньше реплик, потому что он не может играть драматически, но он хорошо поет, но ему меньше реплик. То есть, конечно, ты, если ты делаешь пьесу для театра, ты как бы имеешь как бы некое представление, тебе про это рассказывают. Бывает, что театр полностью доверяет автору, то есть нет какого-то, опять же, рецепта единого для всех театров и каких-то правил игры, они у всех театров разные, абсолютно. Вопрос с авторскими правами. Как он регулируется, если у автора, который, допустим, жив и здравствует, и потом есть авторы, которые умерли, но не прошло 75 лет с момента их смерти, соответственно, авторские права находятся еще у наследников. С классиками понятно, там, делай, что хочешь. Так в том-то и дело, да. 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 Это работа театра или это работа в том числе и инсценировщика? Нет, в основном это все решает театр. То есть юридические проблемы с авторскими правами наследников решает театр. Главное, чтобы он решил это вовремя, потому что бывает так, что ты начинаешь работу с режиссером, драматурги и режиссеры — это люди очень воздушные, они эти вопросы не всегда задают. И если театр что-то пропустил, а работа уже сделана, там разбор сделан режиссерский, встреча с актерами, вдруг выясняется, что есть наследники, которые против, то тут, конечно, ну, это не ложится, вот, в частности, на плечи драматурга. Но я лично, вот, когда возникают какие-то такие моменты, я на всякий случай запрашиваю сразу про права, потому что во всех договорах есть пункт о том, что драматург, как бы, авторские права на произведение принадлежат ему, и он как бы отвечает перед судом, если это не так. И по инсценировкам я внимательно слежу за этим пунктом, чтобы там при инсценировках был пункт, что по авторским правам, другим юридическим моментам, как бы ответственность за это берет театр, а не драматург. Потому что, честно говоря, вот по факту я не знаю, как разруливаются ситуации, когда этого пункта нет, а автор там пишет. То есть кто за это отвечает? Лучше эту как бы фразу вводить во все договора. Вот. А так авторские права, новички, инсценировщики очень часто отдают исключительно авторские права, потому что они не саблезубы еще, они еще как бы зеленые, и могут театры сказать,
ну, не порть себе репутацию, к себе опять мы обратимся, если ты будешь мягким и хорошим человеком. Но и так как это очень большой труд, то даже новичкам я очень советую в случае каких-то вот этих вот прав, и не только я, но и многие другие драматурги, если нет возможности права не отдать, отдавать их на какой-то срок. Исходя из хорошего отношения к театру, там можно отдать на год, чтобы театр имел, то есть только этот театр показывает эту инсценировку сейчас. Да. Можно не отдавать. Многие театры договора уже отправляют с неисключительные права, с передачей неисключительных прав, то есть права остаются у автора. Почему? Я за то, чтобы они остались у автора. Это как бы следующий вопрос нашей викторины, поскольку драматурги — это, в принципе, заключительное звено в пищевой цепи театральной. И если драматург занимается только драматургией театральной, то такие инсценировки, которые там раз в 100 лет вдруг второй раз театр возьмет, это редкость, но бывает, они его просто кормят. То есть я считаю, что кармически справедливо, если права остаются у автора. Как происходит начало взаимоотношений? Кто кого находит? Театр драматурга или драматург театр? Либо режиссер рекомендует друга драматурга? Как, в принципе, ну, на вашей практике это все происходит? Театр, может быть, когда-то находил в советское время, может быть. Сейчас нет. Сейчас, если драматург будет искать театр, от такого драматурга все театры побегут. Сейчас это не срабатывает. Что работает и как находят вообще драматургов? Прежде всего, это конкурсная основа. Поэтому, как мне кажется, что очень важно сохранять и создавать новые конкурсы драматургии, чтобы можно было вот в этой вот школе, как бы вот этом выставке драматургических произведений, прошедших уже отбор, то есть шот, лонг-листы, чтобы можно было выбрать автора для театра, для своего театра. Многие как бы сотрудники литотделов, литчасти, они каждый год читают вот эти вот, причем читать надо не только шот-лист, но и лонг-лист обязательно, потому что очень часто просто очень хорошие произведения, они по каким-то причинам не попадают в шот. По разным. Не только потому, что там кто-то кого-то может своего продвигать и место, значит, да, но еще потому, например, что у конкурса в этом году определенная как бы направленность тематики, то есть они отбирают, есть как бы отбор, то есть мы, например, берем социально значимые какие-то пьесы или пьесы про аутизм, для нас как бы более важны, да, у каждого конкурса свои законы этого года. Или, например, несколько пьес очень достойных приходят на примерно похожую тему. Для разнообразия нужно из них выбрать, иногда рандомно выбирают. То есть нужно учитывать, что если ваша пьеса как бы не попала в какие-то заветные листы, это не значит, что вы плохой автор. Или, во всяком случае, это сразу не значит, что это так. То есть руки как бы опускать никогда нельзя. Но конкурсы — это главный поставщик авторов для театра. И когда автор присылает на e-mail свою пьесу, пишет там, ну это не только драматурги этим занимаются и сценаристы, но со сценаристами, мне кажется, ситуация сложнее, потому что сценаристы, пожалуй, как бы это один из способов действительно про свой сценарий рассказать. И если нет выхода на продюсера или нет кого-то знакомого среди, как бы, в киноиндустрии, то сложно, конечно, иначе, чем рассылать сценарии там, или заявки в кинокомпании. То с театральной средой сейчас это, если ты посылаешь в театр без предупреждения пьесу, скорее всего, ее не прочтут. Конкурсы, проверка. Вот это как бы самое важное. Иногда режиссеры советуют драматурга на какой-то проект. То есть знакомы режиссеры? Может, да. То есть он знает, как человек пишет, и говорит театру: я хочу работать вот с этим человеком, давайте сделаем вот как бы с ним. То есть насколько друг другу надо доверять и насколько можно отстаивать свои взгляды на ту или иную сцену, к примеру, в решении? Ну, с дирекцией чаще всего работа происходит два раза. Первое, чаще всего, да, не всегда, но в крупных театрах, конечно, там, крупных московских, петербургских, звонит не директор автору,
А в небольших театрах очень часто звонит директор. Он договаривается об условиях работы. Вот такой как бы или заместитель директора, или директор, или часть, это администрация. И второй раз, когда вы с директором, как бы, это на премьере. Вот. Бывает, что появляется художественный руководитель, который следит за процессом. Иногда это хорошо, иногда это плохо. В моем случае это всегда было хорошо, потому что в моем, как бы, в частных случаях весь процесс был как бы виден как открытая книга у художественного руководителя, и в случае каких-то странных ситуаций, которые бывают в театре в том числе, ты как бы, ну, я, по крайней мере, в тот момент попала под защиту его. То есть он видел, кто как работает. И, ну, такое было. То есть говорить, что если дирекция как бы контролирует процесс, это плохо, я никогда так не скажу, потому что у меня другой опыт. Что касается режиссеров, то каждый режиссер — это новый случай работы с режиссером, потому что они все разные. И главное в этой ситуации — уметь договариваться с человеком и его очень резко полюбить. То есть практически как родственника. Если ты работаешь над проектом, то вся постановочная группа на этот, по крайней мере, период становится твоей семьей. А родственникам, соответственно, мы прощаем больше, чем... Ну, все творческие люди очень как бы такие ребята непростые, там кто как. То есть очень любящие, очень доброжелательные, очень добрые режиссеры, которые там такие вот просто... А есть суровые как бы ребята, которые могут и что-нибудь сказать, какое-нибудь словцо. Это все, ну, рабочие процессы в театре, в театральной среде и вообще в искусстве. В общем, таким образом, я думаю, уходит какой-то стресс, и это нужно учитывать. То есть ты всегда немножко в хорошем смысле влюблен в свою команду. Если ты этого сделать не сможешь, то тогда возникает, это уже не удовольствие получается, а как бы мучение, зачем оно и кому и когда было нужно. Насколько необходимо учитывать технические особенности и технологические особенности, существующие в том или ином театре? Это работа драматурга или это все-таки уже работа режиссера? Это уже не задача автора. Если там что-то не получается технически, то режиссер подойдет или театр скажет: мы не можем, давайте перепишем немножко, все. Но когда человек начинает писать, он не должен об этом в принципе думать. То есть есть какие-то вещи, о которых должен знать автор, что это малая или большая сцена, что там есть круг крутящийся или нет, на всякий случай, да, знать. Но не более того, потому что там вышло 10 тысяч там, пророков на площадь, если будет написана ремарка, как была у Курочкина написана у драматурга. Ну, как бы решай, режиссер, как это. Если не получится, то тогда 10. Тогда 10 пророков выйдет, и будет у каждого написано по 1000, там, допустим. Я 1000, во мне 1000 пророков других. То есть это как бы задача. Сколько в стандарте договоре прописывается драфтов текста? Ну, иногда вообще не прописываются драфты, особенно если ты работаешь с кем-то знакомым. Вообще, среднеарифметическое 3, и это не только в драматургии, то есть 3 драфта. Почему это делается? Дело в том, что физически человеческий мозг, то есть один автор нормально может повторно писать какие-то вещи некое количество раз. То есть, ну, будет снижаться качество на 10-9, за исключением таких историй, которые, например, были у Булгакова, который, по-моему, 9 написал в версии романа «Мастер и Маргарита». Такое тоже случается. Еще это немножко концентрирует режиссера, то есть не дает ему использовать автора как плацдарм для опытов, потому что автор — это живой человек, это не машина и не нейросеть. И это тоже нужно учитывать. Но не всегда бывает, что, например, ты работаешь с режиссером, хорошим режиссером, талантливым режиссером, и вы оба, например, понимаете, что, наверное, нужно что-то тут все-таки еще переписать. И тогда получается больше 3. И это уже как бы не совсем драфт, это какие-то перепись каких-то кусочков. У меня в этом плане был довольно травмирующий опыт. Я работала очень долго с режиссером, который очень любил переписывать много раз, по 5, по 6, по 7.
И у меня от этого возникла как бы такая достаточно сильная усталость. И сейчас, учитывая некий опыт, я стараюсь как бы сразу режиссера, давай, если мы будем проверять, то будем проверять этюдно, смотреть просто, а потом я буду записывать, потому что действительно ресурс, он как бы истощается, и его нужно восполнять, а восполняется он не за месяц, не за два при такой как бы системе работы. Вот. Для начинающих авторов ничего здесь посоветовать не могу, потому что как раз вот у меня была такая практика, я была начинающим автором, и было много переписываний. На чем учится автор-инсценировщик? Есть какая-то специальная литература, есть какие-нибудь пособия, есть интересные подкасты, YouTube-каналы, которые вы могли порекомендовать? На это я могу ответить так, что вообще обучить человека писать пьесы и писать инсценировки нельзя. Ну нельзя. То есть это либо есть, либо этого нет. Но можно дать инструменты, которые помогут это сделать. То есть если у человека есть природная особенность сочинять историю, он чувствует ее, он как бы с этим родился, то эти инструменты помогут ему делать это хорошо и даже отлично. Он просто их возьмет и пойдет. Если нет, то это скорее как бы будет прикладное здание и даже в большей степени о себе и о мире вокруг, нежели о профессии, потому что эта профессия, опять же, еще раз повторюсь, мне кажется, что она, опять же, ну как бы, это судьба, это не выбор человека. По книгам, большей частью все книги касаются сценарного мастерства в основном. Есть очень немного книг, и я буду также про них говорить и рассказывать про них на занятиях с группой. Часть книг, которые касаются именно театральной драматургии. Но их очень мало, именно потому что никто не знает, как правильно это делать. Я однажды одному из своих мастеров по драматургии сказала, что ой, я возьму и могу вообще за 3 дня человека научить пьесы писать. Это было в начале моего пути. На что как бы мне, значит, Наталья Степановна Скороход, это один из моих мастеров, она официально мой куратор по драматургии в магистратуре была. Она сказала, ну ты нахалка, конечно. Я много лет учу людей годами писать пьесы, я до сих пор не знаю, как это делать. И инсценировки, соответственно. Как раз у Натальи Степановны Скороход есть книга «Как инсценировать прозу», называется. Она есть в свободном доступе в сети, с ней можно ознакомиться. Но ни одна из книг, даже книга Натальи Степановны, даже там «История на миллион» и так далее, вот эти все как бы бестселлеры, да, не научат вас это делать. То есть научит только практика, ну и ваш как бы внутренний талант.